Я родился в семье музыкантов. Я сам тоже отучился в музыкальной школе. Когда жили в деревне, то пришлось заниматься сельским хозяйством. И барашек держали, и коров держали. Родители нам привили любовь к работе. Получил я высшее образование, закончил, соответственно, Харьковский национальный университет внутренних дел, но поработав немного, я понял, что это не мое. Вот. Ну и, соответственно, тоже жизнь по-разному складывалась. Работал в разных вообще, и торговым представителем был, вот, и магазин бытовой химии я держал. Но когда появилась возможность заняться другим делом, а это именно кухня, то я понял, что это действительно моя стихия. С каждым годом я влюбляюсь, можно сказать, в свое дело. Мне это очень сильно нравится. Когда я готовлю, в первую очередь я отвлекаюсь от всего бытия. Ну, конечно, я испытываю однозначное удовольствие, потому что я понимаю, что делаю что-то полезное. Вот. Даже мы покушаем после этого всего, будет очень даже классно. Когда ты видишь огонь, мясо, то ты как-то улыбаешься и понимаешь, что настроение вот-то оно где. Первое блюдо, это то, что я приготовил, это янтык сам. Для людей я приготовил самый большой чебурек в мире. Размер его был 1,40 на 2,50 м. На поле в Бахчисарайском районе, Бахчисарае, я его приготовил. Специальную жаровню мы сварили, обожгли ее там солью, чтобы масло было пищевым, да. Вот, залили сколько? 1,2 тонны масла. Первый вопрос был, а как же вы его будете переворачивать? Изначально подумав, я сделал сетки. То есть тяжелые сетки, где я на одной сетке сам чебурек держал этот большой, а второй сеткой мы его придавили. И буквально, не поверите, да, подготовка была колоссальная, а приготовился он за 3 минуты. Ушло 2 мешка муки и 21 или 22 килограмма фарша. Вот их особенности крымско-татарских блюд, ну, никто в первую очередь так их не приготовит, как крымские татары. Поездив в разных странах, вот, да, мы смотрим, где-то пересекаются, да, я не знаю, ингредиенты. Может, те же ингредиенты, но они приготовлены по-другому, да. Ну, у нас есть те блюда, которые никто не приготовит. В первую очередь, это чебуреки. Чебуреки – это, наверное, фишка у нас, у крымских татар, номер один. Все хотят поесть вкусного крымского чебурека. Знаете, на самом деле приготовить блюдо, это можно назвать какой-то импровизацией, да, потому что если у тебя вкус есть, то без сомнения у вас все получится, а когда есть рецептура и действовать по ней, да, то это, я считаю, что намного легче. Я болен кухней. Сейчас я приготовил блюдо кавурма лагман, жареный лагман, так что сейчас мы с командой отведаем. Аш татлы болсын.